В 1932 году на Чувашской улице, ныне Константина Иванова, была открыта первая кирпичная школа города Чебоксары. Именовалась она Чебоксарской фабрично-заводской десятилеткой имени Максима Горького, а в дальнейшем средней общеобразовательной школой номер 2. Проектированием школы занимался архитектор Александр Вульфсон. Школа построена в стиле конструктивизма, для которого характерны такие черты, как строгость, лаконичность форм и функциональность. Одной из характерных черт этого направления это были плоские крыши. Но для нашей полосы плоская крыша, конечно же, это настоящая беда. И сегодня коммунальные службы испытывают проблемы с протечкой таких крыш. Поэтому здесь решение было простое и функциональное. Скат, который не позволял скапливаться в воде на этой самой плоской крыше. По сути дела, это параллелепипед, да, который имеет два ризолита. Это входы, один из них вход парадный, да, и один запасной пожарный выход. Вот, собственно говоря, они и отличают, наверное, или выделяют это здание как сооружение такого конструктивистского типа. Здание имеет характерные для конструктивизма вытянутые окна. Кстати, значит, эти окна, которые мы сейчас видим, претерпели какую-то реконструкцию, по крайней мере, видна дополнительная кладка, то есть их по какой-то причине сужали. В первоначальном варианте фасад здания состоял только из кирпичной кладки в целях экономии, так как цветная штукатурка стоила дорого. И лишь в последнее время здание начали белить и красить. И хотим, конечно, очень хотим, чтобы это здание школы осталось на века, как другие все дома, потому что вот взять кирпичный завод, осталось только ликероводочный завод. Ведь почти не остается памятников, как говорится, таких искусств. Не то что искусств, а именно старые здания, как они были построены. Первые 3 года в этой школе учились исключительно мальчики. Школы были мужские и женские отдельно. То есть это была МСШ номер 2, мужская средняя школа номер 2. По городу Чебоксары было 2 школы, 1 и 2. А вот женских школ было 3. 1, 2 и 3. В предвоенные годы в школе работал планерный кружок Чебоксарского аэроклуба, где учащиеся старших классов проходили теоретическое обучение и летную подготовку. Кружком руководил Вячеслав Бронников. Некоторые учлеты стали прославленными летчиками, отличившимися в годы Великой Отечественной войны. Среди них Михаил Алексеев, Жорж Копров, Вячеслав Бронников. Наиболее тяжелыми в истории средней школы имени Максима Горького стали годы войны, и легкая доля выпала выпускникам 1941 года. Все мальчишки и 5 девчат отправились на фронт громить врага, а остальные встали у станков. В 1941-1942 учебных годах здание школы было занято под госпиталь и станцию переливания крови. Обратите внимание, у здания практически отсутствуют ступеньки. Сейчас, может быть, культурный слой стал выше, но и тогда, по сути дела, порога у здания не было. Для чего это делалось? Дело в том, что все довоенные сооружения школьные, да и после войны то же самое, предполагалось строить с учетом того, что в случае войны они могут быть перепрофилированы на лечебные учреждения. Средняя школа номер 2 воспитала множество достойнейших людей. Среди ее выпускников 3 генерала и всемирно известная балерина Надежда Павлова. Она поступила в 1 класс в 1963 году. Ее первые выступления проходили в стенах этой школы. И вот когда наши родители приходили на родительское собрание, перед тем, как быть в собрании, всегда спрашивали: а Павлова будет танцевать сегодня? Павлова будет танцевать? В общем, все родители ждали выступления этой маленькой, черненькой, хрупкой, тоненькой девчушки. В 1982 году средняя школа номер 2 переходит в новое здание по улице Афанасьева. С 1989 года в здании размещается школа «Юнг», с 2000 по 2018 – кадетская школа. Судьба школы сложилась, очевидно, счастливо. Это здание прослужило в школе 50 лет. Главное, наверное, в этой школе – это ее душа, это ее ученики и ее учителя.
Со времен средней школы номер 2 сохранилось немного деталей. Сегодня все выпускники смогут узнать расположенные на ризолитах окна, парадную лестницу, проходя мимо которых невольно вспоминаются беззаботные школьные дни. Один раз, наверное, это был ледоход. И захотелось нам посмотреть, как льдины плывут. Но чтобы нас там не засекли у входа, мы сумки покидали через окошки, а сами выскочили как будто бы на улицу. Поскольку пройти тут недалеко, буквально до обрыва, мы выскочили и встречали льдины, плывущие по Волге. Это незабываемое зрелище. Сейчас даже такого и нет. На сегодняшний день здание школы пустует. Располагавшимся здесь кадетам построили новый современный корпус в другом районе. Сейчас решаются вопросы. Мы обсуждали даже как-то на уровне Министерства образования, что делать с этим зданием. Есть какие-то проекты. В принципе, даже есть такой проект. Наши строители предлагают сделать там также общеобразовательную школу, пристроить, потому что район разрастается, там тоже район новый, растет, и вторая школа уже не справляется с теми потоками обучающихся, но пока такого окончательного решения еще не принято о том, что там будет. Тем не менее, первое каменное здание школы является недавно выявленным объектом культурного наследия. Оно представляет историко-культурную ценность как важный элемент застройки старой части Чебоксар и является историческим объектом, связанным с периодом Великой Отечественной войны.